Следственный комитет России в аннексированном Крыму проводит проверку инцидента с избиением однокурсницами в Бахчисарае студентки местного колледжа. О случае стало известно из социальных сетей. Травлю и избиение сняли на видео, выложили в интернете. На инцидент уже отреагировал заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Руководство колледжа, в свою очередь, заявляет, что речь исключительно о бытовом конфликте. Что известно об инциденте в Бахчисарае, как отреагировали профильные органы и почему нельзя игнорировать случаи травли в образовательных учреждениях. Поговорим в эфире радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте. Тема дня. Напоминаю, что с понедельника по пятницу с 8 до 9 часов утра и с 18 до 19:00 мы работаем в прямом эфире. В эти промежутки времени у вас есть возможность к нам позвонить непосредственно в прямой эфир, отреагировать на тему прямого эфира. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, напомню, что вы можете нас не только слушать на средних FM-волнах, но и заходите на YouTube-канал Крым Реалии, на Facebook-страницу Крым Реалии. Там есть возможность оставлять свои комментарии непосредственно под трансляциями. Если они будут по теме и в рамках правил Крым Реалии, то обязательно будем их цитировать. Также обращаю ваше внимание на то, что по сегодняшней нашей теме, да, по вот теме травли в школах, в колледжах или же буллинг, как это еще сейчас называют, у нас есть опрос на странице Крым Реалии в Ютубе. Вот если вы зайдете на такой на пунктик сообщества, там есть опрос на тему непосредственно того, сталкивались ли вы, ваш ребенок с агрессией и травлей в школе. Есть возможность выбрать или один из предложенных вариантов, или оставить свой комментарий. Вот у нас уже 346 голосов. По ходу программы будем рассказывать, какие варианты вы выбрали. Итак, в Бахчисарае студентки местного колледжа строительства, архитектуры и дизайна избили свою 16-летнюю одноклассницу или однокурсницу, как здесь будет правильнее сказать. Об этом стало известно в конце прошлой недели. Управление Следственного комитета России по аннексированному Крыму сообщило о том, что, цитирую, в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео, на котором группа девушек-подростков избивает, как следует из пояснения, свою одноклассницу. За что ты это делаешь? Просто так. Это фрагмент видео, вот, судя по всему, оригинальное видео, на которое ссылались в конце прошлой недели, его уже удалили, но вот много телеканалов, YouTube-каналов сделали сюжеты по этому поводу, можно еще фрагменты увидеть с заретушированными, конечно, лицами несовершеннолетних, но вот на том видео, которое еще есть в доступе, можно увидеть, что на девушку нападает то одна, то другая сверстница, девушка, которая выступает в роли жертвы, пытается дать отпор, в ответ ее валят на землю. Несколько человек снимают происходящее на телефон. YouTube-канал под названием Crimean Tatars выяснил, что пострадавшую зовут Синем. Девушка и ее мама подали заявление в следственное подразделение. Об этом сообщили в Следкоме России по Крыму. Следователи проводят проверку. Предварительно установлено, что 7 апреля в ходе конфликта с группой студентов девушка получила травмы в виде синяков и ссадин на лице, пояснив, что подобный случай произошел также и несколькими днями ранее. YouTube-канал Crimean Tatars пообщался с мамой Синем Линарой. Вот что она сказала. Мы делаем все по закону, мы ничего не собираемся нарушать. Мое желание не наказать вот так вот, чтобы вот я хочу отомстить, все. Нет этого. Самое главное, чтобы все поняли, что так делать нельзя, так поступать с людьми нельзя, это жестоко. Никто этого не заслуживает. И в эфире нашем сегодня мы обсудим как вот этот случай, так и в целом тему буллинга или, иными словами, травлю в образовательных учреждениях. Что касается определения, да, этого понятия буллинг или вот такого рода травля, то если вот мы такое подготовили сборное пояснение, что это, можно сказать, что это намеренная систематическая агрессия по отношению к одному или нескольким членам группы. В открытых источниках можно найти классификацию российского психотерапевта Светланы Кривцовой.
согласно которой схема буллинга включает в себя агрессора, который самоутверждается за счет других, его жертву и большую группу свидетелей, которые могут занимать различные позиции по отношению к первым двум. И вот тут у меня к вам, наши дорогие слушатели, вопрос, приходилось ли вам или вашим детям сталкиваться с этой самой травлей, буллингом, с подобными ситуациями? Как вы действовали, как вообще относитесь к таким сообщениям, какую реакцию вызывают у вас такие сообщения? Я вижу, что у нас есть уже даже комментарии под YouTube-трансляцией вот такое, что я сам займався буллингом у школі, мені досі дуже соромно. Вот видите, человек спустя какое-то время признал, что его поведение было не совсем корректно. Я напомню, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции, или же звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. И что касается опроса в YouTube, то я говорила вам, что у нас уже 346 голосов. Большинство сразу идентифицировали себя, что они не из Крыма, поэтому не выбирали вариант ответа. Но из тех, кто из Крыма и выбирал вариант ответа, то 15% сказали, что никогда ничего подобного не было, а 11% сказали, что сталкивались, но мы ничего не смогли с этим сделать. Также есть у нас такой вариант. Было подобное, но не с моим ребенком, пока 5% проголосовали, и сталкивался, но проблема была решена. 3% всего лишь пока выбрали этот вариант. Что касается реакции на происшествие, то представительница управления МВД России по аннексированному Крыму Наталья Кашкарова сказала в комментарии телеканалу Крым-24, что студенты, которые принимали участие в этом нападении, привлечены к ответственности. Сотрудниками ОМВД России по Бахчисарайскому району проведена проверка. Несовершеннолетние правонарушители привлечены к административной ответственности и поставлены на профилактический учет. В этом же сюжете можно найти комментарий одной из девушек, принимавших участие в избиении. Она рассказала о том, что вот когда начинались эти разборки, то якобы никто не планировал применять силу. Девушка это дала комментарий и телеканалу «Вести Крым». Там она немножко подробнее рассказала свою версию того, что произошло. Мы ругались недели две. Ну как, просто там личная неприязнь была. А все разборки начались на этой неделе. Она начала нас всех оскорблять за спиной. Ну, это версия одной из девушек, которые напали на упомянутую студентку по имени Сине. Пострадавшая эту версию не комментировала. Ирина Клюева, подконтрольная России детский омбудсмен Крыма, сказала в комментарии Крым-24 9 апреля, что все уполномоченные органы задействованы для выяснения обстоятельств. Пока, по предварительным данным, конфликт произошел на почве взаимного неприятия, взаимных отношений с мальчиками, между девочками. Полиция ведет расследование. Ту информацию, которую соберет полиция, эта информация будет заслушана на комиссии по делам несовершеннолетних Бахчисарайского района. Это главный орган, который занимается профилактикой и преступности, в том числе несовершеннолетних. И свой комментарий по поводу этой ситуации дала и директор колледжа Галина Пехарь. Она сказала в интервью Крым-24, что ситуация, которая возникла, это обычный бытовой конфликт. Данный конфликт мог произойти в любом образовательном учреждении. Это жизненная ситуация. Значит, девочки отхлестали друг друга по щекам. Слава богу, ничего не закончилось какими-то последствиями трагичными. Но рядовой конфликт, на мой взгляд, рядовой, потому что это жизнь, это жизненный конфликт. Его можно было бы исчерпать, предотвратить, не вынести, как говорится, далеко из избы, если бы не вот это вот воздействие социальных сетей. По мнению директора колледжа, причина такого поведения студентов в чрезмерном увлечении интернетом и соцсетями. Но об этом в нашей программе мы еще поговорим. Несколько ваших комментариев. Вижу, под Facebook-трансляцией есть комментарий такого рода. Это ужас, вдвое тяжелее, что девочка крымская татарка. Мнение нашего слушателя. Под YouTube-трансляцией пишут вот что. Что вы хотите от детей? От осинок не родятся апельсинки. Вот такой тоже комментарий. Не накажут, пока
скажут, что можно дальше делать такое безнаказанно. И есть еще комментарий от нашего слушателя. Всегда это было. Сильный гасил слабого в вузе, в армии и в жизни. Так бывает, только не афишировалось. Ну вот, к слову, в дополнение к тому, о чем я у вас уже спросила, интересно ваше мнение, во-первых, как нужно реагировать, да, вот вы говорите о том, что нужно наказать, да, для того, чтобы это не повторялось. Что это может быть за наказание? Ну и второй вопрос касательно того, как вы считаете, действительно ли, вот вы слышали комментарий директора, она говорит, ну вот, если бы не выносилось, то, ну, по крайней мере, я это так поняла, то, возможно, это можно было решить в каком-то частном порядке. Как вы считаете, стоит ли придавать такие случаи огласке? Итак, мы перед эфиром пообщались с Ильми Умеровым, заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Обратили мы внимание на то, что Ильми Умеров отреагировал на этот случай в своем Фейсбуке. И Ильми Умеров сказал нам в комментарии, что он считает, что речь все-таки о межнациональном конфликте. Вообще, после того, как крымские татары стали возвращаться из депортации, в Крыму появилось как бы параллельно два мира. Крымско-татарский и остальной. Несмотря на то, что крымские татары составляли меньшинство, они жили своим укладом. И проблемы, которые называются межнациональными, они хоть редко довольно в Крыму проявлялись, но опасность это всегда существует. И это, видимо, один из таких случаев, когда учителя имеют такую же позицию и не вкладывают в учеников какие-то демократические принципы, и получаем результат, когда одну девочку избивает целая группа одноклассниц или однокурсниц. Галина Петровна Пехарь, директор колледжа, выступила очень, я считаю, плохо. Она сказала, что это рядовой бытовой случай, то есть это не что-то из ряда вон выходящее, а как будто вот такое случается чуть ли не каждый день. Она должна была занять совершенно иную позицию. В таких случаях для того, чтобы другим неповадно было, и детей надо было каким-то образом наказать, и их родителей, потому что воспитывают ребенка родители. В школе только дают какие-то специальные знания, а на первом месте семья. Я напомню, что речь об инциденте со студентками колледжа в Бахчисарае. Ильми Умеров, с которым мы пообщались перед нашей программой, с 2005 по 2014 годы был главой Бахчисарайской райгосадминистрации. И по его словам, вот, говоря непосредственно о Бахчисарайском районе, Бахчисарае, подобные случаи хоть не часто, но случались и раньше тоже. И Ильми Умеров считает, что та ситуация, которая сложилась в Крыму с 2014 года, способствует таким конфликтам? Ну, в школах время от времени происходили такие случаи. Вы знаете, сейчас подспудно есть еще такой политический момент. Крым оккупирован Российской Федерацией. Считается, что все население Крыма, кроме крымских татар и некоторые части украинцев, не поддержали оккупационную власть. И это передается и на детей. Вообще, может быть, даже это основной причиной быть. И Ильми Умеров считает также, что администрация образовательного учреждения должна проводить беседы с родителями студентов, которые были замечены в таких инцидентах, но сомневается, что это происходит на практике, учитывая слова директора данного колледжа о том, что речь исключительно о бытовом конфликте. Ну, в данном случае здесь через край эта проблема вылилась. И поэтому я считаю, что должно последовать наказание, исключение из колледжа. А вообще, по-хорошему, надо было бы даже возбудить уголовное дело и родителей привлечь. Я считаю, что виноваты родители, не столько учителя, хотя это на территории учебного заведения произошло. Все равно за своего ребенка отвечают родители. Система образования вообще должна воспитывать их иначе. И для них это должно быть ЧП, если что-то подобное произошло. Но в Крыму система образования не нацелена на воспитание нормальной молодежи. То, что произошло, оно не должно ни в коем случае остаться бесследно. Просто здесь, я уже говорил, проблема присутствия Российской Федерации, и в Крыму практически другая власть, практически другая идеология. В этой ситуации приходится детям учиться в одном классе, детям с разными идеологическими воззрениями. А это уже само по себе несет какую-то опасность. Второй момент – безнаказанность. Если это не первый раз происходит очень часто,
просто не выставлялось в YouTube или в сети интернет. И только из-за этого говорят о том, что якобы будут принимать какие-то меры. Это не делает чести учителям. Учителя должны воспитывать толерантную молодежь, которые с уважением относятся друг к другу, к культурам разных этнических групп. Ну, так ситуацию видит Ильми Умеров, зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню, что мы обратились к нему за комментарием, потому что увидели, что он отреагировал на эту ситуацию у себя в Фейсбуке. Напомню, что МВД России по Крыму заявило о том, что несовершеннолетние нарушители, которые принимали участие вот в этом инциденте, привлечены к административной ответственности и поставлены на профилактический учет. Напомню, что у вас есть возможность к нам позвонить в эфир 8 800 10 06 926, или же оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции, а к нам присоединяется в эфир крымский адвокат Эмине Авамилева. Эмине Ханум, добрый вечер. Да, добрый вечер, студия. Исходя из вашего опыта, насколько это распространенное явление, буллинг, травля такая, да, в крымских школах, колледжах, училищах? Ну, прежде всего хочу сказать, что, вот, будем говорить так, проявление буллинга – это как бы уже, будем так говорить, явление, которое характерно не только крымским школам. Наверное, это такое уже общее такое явление, социальное, негативное. И здесь хотелось бы отметить, что группа адвокатов, как только вот это видео, просто, будем говорить, вопиющее видео появилось в социальных сетях, мы, несколько моих коллег, это женщины, потому что мы не только адвокаты, но еще и мамы, когда увидели подобное, мы, конечно же, сразу же отреагировали, изыскали возможность найти контакты родственников этой девочки и сразу же выразили готовность оказать квалифицированную правовую помощь в данной ситуации. Поскольку в данной ситуации может оказаться любой ребенок любой национальности. Но, к большому сожалению, у нас контакта не получилось, хотя мы общались с родной тетей этой девочки, выразили готовность, как я уже сказала, оказать квалифицированную помощь, но контакта, обратной связи, вернее, у нас не сложилось, не поступило, и поэтому знать саму ситуацию, из-за чего возник конфликт, на какой он стадии был, какая фаза конфликта была и так далее, нам не удалось выяснить. Вот. Но хочу уверенно сказать, что вот это вот буллинг сегодня, это, будем говорить так, не единичный случай имеет место, а уже приобретает достаточно массовый характер, поскольку не все и не всегда говорят об этом, и не всегда вот эта ситуация может быть такой вот публичной, как имело место вот здесь. Просто некоторые люди имели неосторожность выложить это в соцсети, видимо, поменялись, и потом это стало таким вот публичным и, таким для широкой публики видимым, и, конечно же, получило вот такой огромный резонанс. Я вижу, что у нас в комментариях под нашими трансляциями есть несколько замечаний в адрес того, что мы упомянули о том, что пострадавшая девочка крымская татарка, о том, что на это обратил внимание Ильми Умеров. Вот у меня к вам в связи с этим вопрос. Можно ли говорить, что часто случаются такие случаи, да, травли, буллинга непосредственно по национальному признаку, учитывая то, что Крым – это многонациональная территория? Возникают ли проблемы такого рода? Вы знаете, возникают эти проблемы, но, как правило, они не придаются вот такой вот широкой огласке, такой публичности. Я же говорю, в данном случае просто кое-кто имел неосторожность выложить это в соцсети, и поэтому приобрело такой вот массовый характер. Но вот в данной ситуации я бы на себя не взяла смелость сказать, что имеет место, будем говорить так, межнациональный конфликт. Да, действительно, девочка крымская татарка, которая вот подверглась вот таким унижениям, побоям, избиениям, просто уничижению личности. Да, девочка крымская татарка, но из-за чего возник у них конфликт? На межнациональной ли это почве? Или же это была, как вот утверждала администратор учебного заведения, директор, что там это просто бытовая ссора?
Я на себя такую смелость взять не могу, поскольку не было непосредственного контакта, общения с кем-либо из сторон этого конфликта, и поэтому дать какую-либо правовую оценку я не могу. Но как человек, как непосредственно крымская татарка, которая живет сегодня в Крыму, я могу сказать, что да, в последнее время такие вот факты, где одна из сторон конфликта является люди разных национальностей, и где вот именно это ставится во главу конфликта, они имеют место. И я в этом также, как вот и Ильмия Гаумеров, усматриваю недостаточную профилактическую работу руководителей образовательных учреждений, если это имеет место среди молодежи, если это имеет место в других сферах жизни, будем говорить так, вы сами понимаете, такие ситуации, конфликты могут быть как и в общественном транспорте, так и в парикмахерской. Если помните, когда работодатель, собственник парикмахерской, просто запретила говорить одному из своих коллег на родном языке. Вот такие конфликты тоже бывают. Они вспыхивают именно по национальной принадлежности. Или когда в общественном транспорте также могут запретить разговаривать на другом языке, кроме как на русском, да, и это тоже может быть источником конфликта, источником проблемы. Это имеет место. Среди детей это тоже имеет место, и, к большому сожалению, хотелось бы отметить, что вот мы в настоящее время находимся в селе Тарахташ, это под Судаком, дачное, если вы помните, тоже за несколько дней до вот этого бахчисарайского конфликта имело место, будем говорить так, это уже дадут правоохранительные органы оценку, проступку учительницы, с умыслом ли она это заявила, либо это было, может быть, по неосторожности, я не знаю, это будет давать правовую оценку правоохранительные органы, но имело место оскорбление всего крымско-татарского народа, традиционное, вы знаете, клеймо предателя. Мы рассказывали, я только сделаю примечание для наших слушателей. На прошлой неделе как раз у нас отдельный эфир был этому вопросу посвящен. И получилось так, что новый повод теперь для такого разговора возник. Я понимаю, но опять-таки по поводу, по инциденту, который был в Бахчисарае, сказать, что это исключительно межнациональная рознь и межнациональный конфликт, я пока утверждать не могу, поскольку у нас нет доступа к материалам проверки, будем говорить так, к опросу всех тех участников, к материалам административного производства, поскольку у нас нет оснований, у нас нет заключенного соглашения с родителями, законными представителями этой девочки. Поэтому дать комментарий правовой, как адвокат по этой ситуации, я не смогу в полном объеме. Да, я понимаю. Буквально один еще такой короткий вопрос. Не так много у нас времени, но тем не менее. Насколько я понимаю, то вопрос реагирования на случаи вот такой травли в школе, в колледже, все-таки как-то прописан, в частности, и в российском законодательстве, которое распространяется на Крым после 2014 года. Если нас сейчас слушают, родители, возможно, даже сами подростки, которые оказывались в таких ситуациях из Крыма, какой алгоритм действий в российском правовом поле, как вы советуете действовать, если сталкиваешься с такой ситуацией? Прежде всего, должно быть письменное обращение, непосредственно это заявление родителей в правоохранительные органы. Если, конечно, данное правонарушение не носит публичного характера. Если это публичный характер, будем говорить так, то производство, либо уголовное дело возбуждается по факту, когда уже факт события противоправного действия налицо. Если этого нет, то тогда необходимо родителям, законным представителям обратиться в письменном порядке с заявлением в правоохранительные органы. Это могут быть как органы полиции, так и Следственный комитет, так и Федеральная служба безопасности и так далее. В любом случае, в любой правоохранительный орган необходимо обратиться с заявлением о совершенном противоправном деянии в отношении их ребенка. Обязательно. Обязательно необходимо уведомить администрацию образовательного учреждения об имеющих место факты травли, буллинга и так далее. Либо нанесение побоев, либо других телесных повреждений. И, конечно же, сразу же при наличии побоев обращаться, будем говорить так, за оказание медицинской помощи и сразу же для того, чтобы ребенка освидетельствовали, чтобы
непосредственно были сняты эти побои, зафиксировать все это в установленном порядке, с тем, чтобы, иногда бывает, что побои проявляются в виде синяков, ушибов на в третий, второй день и так далее, но это все уже под наблюдением врачей. И, естественно, обязательно подавать заявление в органы управления образованием. Это либо управление, районное подразделение, либо профильное министерство в этом регионе. Это необходимая процедура. Ее нужно делать своевременно обязательно. Большое вам спасибо. Это была крымский адвокат Амине Авамилева. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы говорим сегодня о травле, о буллинге в образовательных учреждениях. Отталкиваемся мы от инцидента, который произошел в колледже в Бахчисарае. На прошлой неделе стало о нем известно, ввиду того, что видео с избиением однокурсницы 16-летней девочки, студентки колледжа, попало в интернет. И так очень много было реакций непосредственно в Крыму от профильных российских органов, которые действуют на полуострове после 2014 года. И в нашем эфире адвокат Амине Авамилева рассказала о том, как можно, учитывая российские реалии, которые на Крым распространяются на данном этапе, как можно реагировать, если оказались вы в такой ситуации. Мы сделаем небольшую паузу, продолжим. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Несколько ваших комментариев под YouTube-трансляцией. Пишет наш слушатель: безнаказанность – основная причина этих проблем. Также пишут о том, что буллинг может возникнуть только в коллективе тюремного типа: армии, тюрьме, школе, ПТУ. Руководство несет прямую ответственность за то, что в их учреждениях такой климат. На Фейсбуке вижу ваш комментарий о том... это реакция на то, как нужно действовать. Я вас спрашивала, как вы считаете, пишет наша слушательница. Конечно, их надо исключать. Это самое мягкое из всего, что можно было бы сделать. Также нужно подавать на них в суд и за насилие, и за моральную травму, и за публичное надругательство или надругание, как здесь написала наша слушательница. Пишут о том, что штрафовать родителей и на учет садистов. Такой комментарий. И пишет наш слушатель, это, вероятно, комментарий в адрес того, что мы упомянули, что пострадавшая девочка крымская татарка. Я живу в многонациональной стране, я на национальности акцент не делаю. Продолжаем наш эфир. К нам присоединяется в эфир украинский психолог Елена Лещинская. Елена Альбертовна, добрый вечер. Добрый вечер. Когда мы говорим о том, почему случаются вот такие случаи буллинга, травли в школе, в колледже, какие самые распространенные причины? Конечно, можно сказать о том, что это подростковый возраст, и вот это так случается, в общем-то, но я бы не настаивала именно на этом. Мне понравился комментарий, который был только что прочитан. Безнаказанность. Да, действительно, когда не страшно и не стыдно. Когда безразличие, когда учебное заведение не отвечает за безопасность среды обучения, а самое главное, когда сами родители не требуют этой безопасности, только потому, что есть такая, знаете, присказка: «Я делаю, потому что могу». То есть «я тебя бью, потому что могу». Вот так. И, конечно, еще одна такая тема. Мы говорим буллинг, травля, моббинг, насилие. Мы об этом сейчас очень много говорим. И складывается такой шум, и складывается такое ощущение, как будто бы это нормально. Как будто бы, подростки, буллинги, вот так и все. Это ненормально. Ну вот у нас даже был такой комментарий, что, мол, это школа жизни. Такое раньше тоже было, а сейчас просто из этого вот якобы делают много шуму.
Вы знаете, когда мы с вами заговорили об этом сегодня, вот, и я подумала, чего ждут от психолога? А психолог должен успокоить, все нормально, все хорошо, прекрасная маркиза, это надо пережить, успокоиться и так далее. Неправда, безразличие, безнаказанность. Я позволю себе рассказать два слова о своем опыте, самом первом юном опыте учителя в школе. Одна старшая учительница решила поучить меня уму, разуму и сказала, если очень хочется кого-то ударить, то в принципе можно ударить. Но ты учти, что есть такие чокнутые мамочки, с которыми нельзя связываться. Вот, они тебе голову оторвут. То есть, если мамочки не чокнутые, то можешь себе это позволить. Вот это было такое, вот такая была фразочка, как бы так делились опытом таким отвратительным. Так с тех пор у меня уже 30-летний опыт работы с разными группами людей, особенно с родителями. И я хочу сказать, только чокнутая мамочка должна быть. Нельзя стесняться быть чокнутой мамочкой. Ты должен беспокоиться о своем ребенке. Ты должен защищать. И любой чиновник, хороший, плохой, любой, он должен знать, что эта чокнутая мамочка оторвет голову. Елена Альбертовна, вот мы приводили комментарий директора колледжа в Бахчисарае, где случился инцидент, который стал поводом для нашего сегодняшнего эфира. И директор колледжа, она сказала, что она считает, что проблема она связана с тем, что дети очень увлекаются интернетом, социальными сетями. Можно ли списывать на это такие ситуации, когда дети собираются где-то возле школы или колледжа, выбирают самого слабого, бьют его или обижают публично и еще снимают это на видео? Очень хорошая отмазка. Очень хорошая отмазка. Директор несет ответственность. И, кстати, всю жизнь тоже в педагогике. Директор несет ответственность за жизнь и безопасность детей. И это невозможно этого не знать. Невозможно не знать, если ты хочешь знать. И поэтому каждый такой случай в любой стране должен обязательно очень жестко рассматриваться. То, что говорила адвокат, я согласна на 100%. Но я скажу еще как психолог очень такую вещь, о которой хочу сказать. Дело в том, что о том ребенке, который пострадал. Вот тут что самое главное. Родители должны защищать ребенка. И если ребенку больше не захочется ходить в эту школу, родители должны послушать и найти другую школу. И родители, тут самое главное, что стыдно и подло и позорно совершать преступления. А жертвой может оказаться любой человек в любой момент, и это не стыдно. Но самая травма тяжелая по опыту уже работы состоит в том, что часто, когда случается такое, то родители стараются замять скандал, стараются как-то за счет своего ребенка. Ну ладно, переживет, пройдет и все. Поэтому самое главное, нужно защищать своего ребенка. Если ты хочешь, чтобы это прошло, чтобы оно ушло, выветрилось. Потому что когда чужой тебя человек обидел, это одно. Но если еще тебя предают в этой ситуации твои близкие, то это действительно проблема на долгие годы. Это с которой человеку придется жить и работать с психологами, и вот так все это делать.
Поняла, спасибо вам большое. Это была украинский психолог Елена Лещинская. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы говорим о буллинге, буллинге, травле в образовательных учреждениях. Поводом стал инцидент в колледже в Бахчисарае, о котором стало известно, вероятно, благодаря тому, что видео вот этого нападения, избиения на девочку попало в интернет. Мне кажется, что даже директор колледжа не скрывала в своем интервью, что ситуация вышла на такой, скажем так, стала такого масштаба исключительно из-за того, что она стала публичной. И я вижу комментарии у нас под YouTube, под Facebook трансляцией, много комментариев, реакций. Пишут, в частности, комментарии под YouTube трансляцией. Когда вождь и телевизор говорят, кто сильнее, тот и прав, чего вы ожидали от детей, пишет наш слушатель. Есть такой комментарий. Я считаю, что воспитание, я так понимаю, решающее в данном вопросе. Не могу сказать слово «дурак», а кто-то нецензурную брань и не считает это за позор. Также пишут о том, что буллинг – это не школа жизни, это общество мерзості. И пишут о том, что, думаю, батьки дуже важливі, треба приклад. И спрашивает у нас этот же слушатель, не понял он с комментария психолога, как родители должны защищать. Имелось в виду, что родители, во-первых, должны учитывать, если им стало известно о таком инциденте, и обращаться как минимум к руководству класса, к руководству школы, что вот такая ситуация имела место. Мы обсудили, как можно в правовом поле России, которое распространяется на Крым с 2014 года, действовать. И поговорим о том, как, в принципе, какой алгоритм действий, если вы сталкиваетесь с буллингом, с травлей или ваши дети сталкиваются. К нам присоединяется в эфир Алена Кривуляк, директор Департамента национальных горячих линий правозащитной организации «Ластрада Украина». Алена, добрый вечер. Доброго вечера. Прежде всего, что отличает травлю от безобидного конфликта между подростками? Да, мы знаем, очень часто говорят, подростковый возраст, он такой особенный. И как понять, что действительно нужно бить тревогу? Загалом ми маємо усвідомлювати, що поняття між конфліктом і булінгом – це дійсно, скажімо так, дві різні речі. Якщо ми говоримо про конфлікт, це абсолютно нормально, тому що ми всі люди, ми комунікуємо між собою, у нас різні точки зору, і, звичайно, на підставі цих різних точок зору може виникати конфліктна ситуація. Конфлікт – це ситуація, де люди або відповідно дитина, група дітей мають несумісні цілі, несумісні інтереси, які супроводжуються негативними емоціями і поведінкою. Але всі ці несумісні цілі, вони трактуються виключно за допомогою розмови. Тобто ніхто нікого там не б'є, ніхто нікого там не знімає на відео і так далі. Просто люди мають несумісні думки і в процесі якоїсь певного спілкування, певної комунікації вони шукають компроміс для вирішення цієї ситуації, яка трапилася. Якщо ж ми вже говоримо безпосередньо про булінг, то булінг – це навмисна і повторювана поведінка, яка може проявлятися у вигляді цькування так званого. Це може бути так звана травля, бойкот, насмішки, плітки досить часто, висміювання, псування особистих речей. Тобто булінг – це те, що відбувається спеціально, це те, що відбувається навмисно. І особливістю булінгу є те, що це повторювані дії, тобто дії, які вчиняються систематично. Якщо, наприклад, це насильницька ситуація, яка трапилася один раз, тоді це трактується згідно законодавства як насильство. Якщо ж це відбувається систематично, і, наприклад, згідно українського законодавства це відбувається в навчальному процесі, то тоді це трактується як булінг. Мы, когда говорили об инциденте в Бахчисарае, то обращали внимание на то, как реагировали нынешние подконтрольные России органы там. И можно упомянуть о том, что в Следкоме России сказали, что по инциденту в Бахчисарае в ходе проверки, тут я процитирую, будет дана и правовая оценка деятельности педагогов в части проведения профилактической работы среди подростков и пресечения конфликтных ситуаций. По поводу профилактики к вам вопрос. Вот эта самая упомянутая профилактика, как она может выглядеть?
Ну, загалом, якщо ми говоримо про профілактику булінгу, так само і в українському законодавстві це обов'язок педагогічного персоналу проводити різноманітні профілактичні заходи, наприклад, в школі серед дітей. Тобто це можуть бути різноманітні профілактичні лекції, це можуть бути там тижневики протидії булінгу, це можуть бути різноманітні навчальні тренінги, як попереджати і що робити в ситуації, якщо раптом ти ідентифікуєш, що ти страждаєш від булінгу. Тобто це такий певний комплекс заходів, який проводиться в школі, там з залученням, наприклад, представників поліції, представників громадських організацій, для того, аби діти в результаті інтерактиву могли зрозуміти, куди вони можуть звернутися, якщо раптом вони потрапили в такі ситуації, або що робити для того, аби така ситуація з ними не трапилася. Наприклад, в Україні так само дуже активно розвинена медіація. Медіація – це такий, скажімо, певний комплекс заходів, який базується на вирішенні конфліктних ситуацій мирним шляхом. Тобто, коли сторони конфлікту сідають за так званий стіл переговорів і вирішують цю конфліктну ситуацію для того, аби в подальшому вона не переросла в булінг. Ну, на жаль, це відбувається не в кожній школі, але тим не менше, ну, наскільки я знаю, останніми роками в Україні це доволі активно запроваджується. Оце якраз коли ми говоримо про профилактику буллингу. Я вспоминаю свои школьные годы и этот возраст, и мне кажется, что еще большая проблема в таких ситуациях – это то, что ты, если оказываешься в такой ситуации, ты чувствуешь себя неуверенно в вопросе, стоит ли кому-то рассказывать о том, что ты сталкиваешься вот с такими ситуациями. Да? Тебе не хочется быть другим или другой, не хочется, чтобы возникали какие-то новые проблемы, чтобы ты был изгоем. Как в данном случае быть? Да? Вот я так понимаю, что очень много значит еще, чтобы ребенок непосредственно признался в том, что вот такая ситуация имела место. Так, ви знаєте, насправді оцей момент замовчування – це, таке якесь, я не знаю, мабуть, те певне виховання, яке свого часу нам надали наші батьки. Коли там, якщо в тебе є якась проблема, мовчи, ігноруй і вирішуй її самостійно. Саме тому сучасні діти, вони, в принципі, не завжди можуть ідентифікувати, а по-друге, якщо вони і ідентифікують, вони можуть боятися комусь про це сказати. А якщо навіть вони і не бояться, вони, в принципі, просто не знають, кому про це можна розказати. Тому дійсно дуже важливо, щоб в кожної дитини була та доросла особа, якій би вона могла довіритися. Ідеально, звичайно, якщо це будуть батьки. Батьки, які не просто там відмахнуться і скажуть там, так капець, ти вже там дорослий чи доросла, можеш ці свої там дитячі проблеми самостійно вирішувати. Звичайно, якщо дитина почує таке у відповідь, вона ще більше закриється в собі і, в принципі, не буде нікому розказувати. Тому дуже важливо, щоб батьки дуже адекватно віднеслися до цієї інформації, яку розкаже дитина, тому що для дитини, в принципі, це теж такий дуже великий виклик для самої себе, щоб вона розказала комусь про цю ситуацію. Якщо батьки, в принципі, такі не дуже ресурсні і не дуже хочуть підтримувати дитину в цій ситуації, тоді, звичайно, дитина зобов'язана шукати інші ресурси допомоги серед дорослих, хто би її зміг підтримати в цій ситуації. Класно, якщо це дійсно там буде, наприклад, шкільний психолог, якщо він є в школі, або просто там якийсь улюблений вчитель чи вчителька, з якою дитина зможе поділитися цією інформацією, і який там не просто закриє очі і подумає, о Господи, це ж імідж моєї школи, це статус моєї школи, я не хочу виносити цю інформацію нікуди за межі школи, а який дійсно зрозуміє, в мене є обов'язок допомогти цій дитині, і я зроблю все, я підключу керівництво навчального закладу, я підключу шкільного психолога, я підключу батьків і цієї дитинки, яка страждає, і цієї дитинки, яка булить, для того, щоб розібратися в цій ситуації. Поняла, спасибо вам большое. Это была Алена Кривуляк, директор Департамента национальных горячих линий правозащитной организации «Ластрада Украина». Напомню, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы говорили о буллинге, о травле в школах, в других образовательных учреждениях. Отталкивались мы от ситуации, которая возникла в Бахчисарае. Собрали, в частности, реакции на эту ситуацию. И, как видите, вот исходя из того, что мы увидели по ситуации в Бахчисарае, то важно
важным оказался тот момент, что инцидент придали огласке. И мы видели очень бурную реакцию не только представителей администрации школы, да, они дали прямо интервью развернутое. Мы видели реакцию и детского омбудсмена Крыма, видели и реакцию следственных правоохранительных органов, действующих в Крыму. И как нам упомянули в разговоре с нами сегодня крымский адвокат, она сказала о том, что таких случаев много, но очень мало из них становятся публичными и, соответственно, получают вот такую реакцию. Поэтому попытались сегодня в рамках нашего эфира собрать главные советы в рамках таких, как действовать в рамках таких ситуаций, почему важно обращать внимание родителям, учителям на тревожные звоночки, которые возникают, почему важно непосредственно самим детям рассказывать о том, что с ними вот так себя ведут. Это не шутки, нужно реагировать и искать человека, которому вы можете довериться и который может дать ход вот подобным таким делам. Спасибо всем нашим слушателям, которые были с нами. Напомню, что вы можете всегда к нам в прямой эфир позвонить или же звоните на автоответчик, оставляйте свои вопросы, комментарии, замечания, предложения по темам. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.